Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Наш малады падкаст пакуль што рэдка пакідае Еўропу, але сёння будзе акурат той дзень. Мы наведаем Аўстралію. Некалькі тыдняў таму там адзначаўся дзень пакаяння, або па-ангельску «Sorry Day». Гэта такое, не свята, хутчэй такая дата, калі ў Аўстраліі узгадваюць карэнны народ, а дакладней тыя праблемы, тыя беды, якія ён прайшоў за сваю гісторыю. Гэты дзень напамін пра гвалтоўны захоп земляў, пра карныя экспедыцыі, пра прымусовае выдаленне дзяцей сем'яў гэтага аднаго з самых старажытных, а магчыма і самага старажытнага народа свету. Куды коціцца свет? А пра гісторыю аўстралійскіх абарыгенаў сёння буду гаварыць з беларускай з Аўстраліі Аленай Говар. Прывітанне, спадарыня Алена. Прывітанне. Спадарыня Алена спецыялістка па гэтай тэме, яна гісторык, піша пра гэта кнігі, працуе ў аўстралійскім нацыянальным універсітэце тэмай абарыгенаў. Спадарыня Алена, скажыце, ласка, як так увогуле сталася, што чалавек з Беларусі апынуўся ў Аўстраліі і даследуе такую вельмі экзатычную тэму? Гэта здарылася шмат гадоў таму назад. Я была в Минске, в больнице. Мне было лет 8, и я читала книгу «Приключения доисторического мальчика». И вот предисловие к этой книге было написано неким Владимиром Кабо, и он рассказывал про племя Пинтуби, которое нашли в Австралии, в Центральной Австралии. Они не имели контактов с людьми. Я прочитала с огромным увлечением. И много-много лет спустя я встретила этого самого Владимира Кабо, который оказался доктором исторических наук и специалистом по австралийским аборигенам. И мы поженились и приехали в Австралию в 1990 году. Владимир всю жизнь изучал аборигенов. Он был узником сталинского ГУЛАГа после войны. И его не выпускали в Австралию. Вот как только ворота открылись, мы приехали сначала в такую научную командировку для него, и потом я поступила в аспирантуру, и так мы остались. И вот как раз я вспомнила о своем белорусском происхождении во время моей самой первой, можно сказать, первый опыт полевой работы. Я родилась и выросла в Минске. Это были 60-е годы. Белорусского языка практически не было. В школе у нас была только литература, но мы не писали, не говорили. И вот это была такая совершенно вытравленная белорусскость была к тому времени. И только когда я немножко подросла, я начала интересоваться своим прошлым, предками. И уже будучи в Москве, я приезжала в белорусские архивы, и там я увидела группу молодых людей из университета, которые говорили друг с другом по-белорусски. Мне стало так завидно, что я вот уже никогда не смогу. И вот я в Австралии встречаю первую аборигенку, и мы идем на ланч, садимся говорить, и я как-то довольно бестактно там задаю вопрос, вы знаете свой язык? Нет, она не знает, у нее предки ирландцы, аборигены, индейцы. И тут я вспоминаю вот это вот свое чувство, которое я недавно пережила в белорусском архиве, и я ей начинаю рассказывать про то, что с нами произошло. И, понимаете, вот это помогло мне построить первый контакт, потому что когда мы приходим как какие-то такие ученые, академики со своими знаниями, со своими концепциями, и мы даже не думаем, что мы можем себя сравнить вот с этими объектами изучения. А тут вот у меня очень был успешный опыт, мы стали друзьями, потом у меня есть фотография, как она с нашим малышом сидит. То есть вот это вот растопило вот этот вот барьер между нами и ими. Мы все, в общем-то, люди, и мы часто имеем очень сходные проблемы, несмотря на то, что мы живем на разных концах света. Сегодня у нас, я спадзяюся, яшчэ будзе не раз аналогія паміж беларусамі і абарыгенамі з Аўстраліі. А давайте...
Так, давайте спачатку такія базавыя рэчы, таму што тэма вельмі цікавая. Я думаю, што па-за геаграфіі, магчыма, нейкіх там фільмаў цяпер ужо на Ютубе, раней, напэўна, на такіх геаграфічных. Мала хто ведае пра Аўстралію, апрача вось гэта прыгожая будынка ў Сідней оперы або апрача кенгуру. Вот гэты народ абарыгены, пра яго кажуць як пра самы старажытны, который нібыта прыплыў у Аўстралію, што это былі першыя маракі, нават па вялікім рахунку, 50 000 гадоў таму. Як это ўвогуле магло стацца и адкуль? Ну, аборигены, да, действительно самый древний народ в мире, который живет как бы на одной территории. Мы все вышли из Африки, и аборигены двигались по югу Азии через вот Индию, потом там был мост между там, где Юго-Восточная Азия и Индонезия, и дошли до Северной Австралии. И потом этот мост залился водой, то есть вот это было действительно там 50, даже есть даты 60 000 лет назад. Ну, до южных частей Австралии они не так рано дошли. Вообще это была довольно такая длительная, сложная миграция, расселение по Австралии. И была эволюция культуры, то есть не надо думать, что вот они такие примитивные, там с каменными орудиями и больше ничего. Внутри каждого потока, каждой группы вот этих народов была своя эволюция, скажем, каменных орудий, которые могут этнографы, археологи проследить по находкам археологическим. Так что развитие было, но развитие было в рамках такого охотничьо-собирательского общества преимущественно. Это не была одна группа, которая размаўляла на одной мове, приехала з одного региону. Это были абсолютно розныя, ну, мовно кажучы, як славяне, але просто розныя вось адгалінаванні славян. Ці як это выглядало? Ну да, я думаю, вот можно сравнить со славянами, то есть у них была общая генетическая культура, которая, конечно, за столько тысячелетий она несколько менялась, но в принципе, да, они все близкие генетически, и культурно они развивались каждый в своей экологической зоне, то есть у них были же там и пустыни, и тропические леса, и прибрежные леса, побережья. Так что у них были несколько разные культуры. А что касается языков, то языков было множество, сотни. Вот сейчас осталось, я думаю, около 150 записанных. И живых языков, вот, на которых говорят большие группы, они сохраняются как живой разговорный язык, и даже письменный, там, наверное, 13, в общем, пытаются восстановить. Но вот это, кстати, была одна из проблем, почему как бы нельзя воссоздать по всей Австралии там аборигенский язык. В Новой Зеландии там маори, и у них один язык. И благодаря этому они смогли, как часть государственной политики, сохранить этот язык, и все население немного знает язык маори, они его, дети изучают в школах, многие надписи на двух языках вот везде, там на дверях, например, то есть будет и на маорийском, и на английском. То есть а вот в Австралии это сделать практически невозможно, потому что столько языков. Но вот что интересно, мы, кстати, только что вернулись из поездки по Австралии с друзьями. Почти все географические названия это из языков аборигенов. То есть вот это вот, конечно, в какой-то смысле это такое, ощущаешь такое мистическое чувство, эти люди ушли, ничего не осталось, и только вот эти странные длинные названия, там Марамбиджи, Мурумбары, Волга-Волга. Вот. Так что вот это вот нам осталось, и, конечно, это большая трагедия, то, что европейская колонизация вторглась в этот мир, но надо принимать то, что мы имеем сейчас. Да, мы зараз поговорим про наступства этой колонизации за 17 стагоддзя. Скажите, а вот коли яны еще жили, скажем, ну, такі выраз, не кранута, так, ад
рук еўрапейцаў. Гэта былі як? Это былі проста плямёны асобна жылі, ці ў іх нейкія свае дзяржавы былі, ці там нейкія гарады ў іх існавалі? Нет, городов, конечно, у них не было. У них были очень интересное такое кочевое хозяйство, но внутри определенной территории. Вот я думаю, все знают Сидней и оперный театр «Мост». И вот именно об этих местах есть замечательная книга «Самое крупное поместье на земле». Оказывается, это вот место, где находится Сидней, это такой огромный залив со множеством маленьких заливчиков. И аборигены жили группами, каждая группа владела, скажем, 2 такими заливами, и они жили на берегах, собирали там устриц, рыбу. В долине, где впадал ручей, была трава. Потом наступала жара, все это высыхало, они выжигали траву и переходили в соседний залив. И там продолжался вот этот цикл, там какие-то были еще плоды. А в это время в первом заливе экология восстанавливалась. Вырастала трава, приходили кенгуру, нарастали новые устрицы. И после этого они опять могли вернуться на старое место. Или там среди года у них какой-то был общий сбор соседних групп, когда, скажем, там созревали орехи. Вот, например, на границе там Нового Южного Уэльса и Квинсленда были орехи бунья-бунья. И тогда просто огромные группы могли собраться все вместе и отпраздновать, так сказать, урожай. И благодаря тому, что была еда, вот они могли общаться. Вот. А что касается социальной структуры, то чрезвычайно интересно, очень много мнений среди этнографов, как это все было организовано. Это было, европейцы это видели, просто какие-то дикари туда-сюда ходят, то есть не воспринимали это как правильная идея собственности. А в действительности это была очень сложная социальная организация. Были люди, которые практически пользовались землей. Кроме того, у земли был такой, как бы мы сказали, управитель, менеджер, который следил за тем, чтобы все правильно соблюдалось по закону. И были священные места, была религия тотемизм, это религия, связанная с какими-то животными и местами, которые являются истоком вот этого народа. И вот за этими местами священными еще какие-то люди смотрели. И они участвовали, например, в обрядах плодородия, то есть возрождения природы. В принципе, то, что у нас весной происходит, вот все эти белорусские праздники. Вот. И так что это не было вот как люди на хуторе живут, имеют свой участок и только на нем живут. Это была сложная социальная организация. Конечно, если европейцы не понимали, как это все работает, они считали их дикарями, но это было не так. В плане руководства у них, у нас было традиционное понятие, что вот эти дикари, они были там, по-моему, это из марксизма все идет. Как бы было полное равенство, и все, там поймали кенгуру, разделили каждому по равному кусочку. Ничего подобного. Опять же, сложнейшая социальная организация. Была система брачных классов. То есть племя делилось на 2 части, потом еще на 2, и вы могли жениться только там, скажем, на какой-то двоюродной сестре, которая является дочерью матери брата, в общем, что-то такое. Вот. То есть когда этнографы начали это изучать, они просто часто не могли с этим справиться, настолько это было все
сложно. Это, очевидно, было создано вот опытным путем постепенно, чтобы предотвратить близкородственные браки. Потому что общины, в общем-то, были небольшие. Власть была... Опять же, не было вот этого стремления цивилизации создать государство с сильной властью, от чего мы страдаем. Но власть была в руках старейшин, причем они не должны были быть очень старыми, это просто старшие уважаемые мужчины. Идеальная анархия такая. Да, вот мужчины, которые прошли инициацию, и действительно у них была власть. Причем эта власть была не только наказание или что-то, а они знали закон и они знали священные истории. Вот некоторые женщины этого не знали, поэтому для женщин такого равенства не было полного. И в целом сейчас очень много споров. Вот был ли это регресс, и отсутствие прогресса. Но я думаю, что не надо это общество идеализировать, особенно если мы смотрим с точки зрения женщин. Действительно, была очень тяжелая жизнь, но это не было выживание, это было постепенное развитие, и это было очень хорошо общество, приспособленное к своим условиям. Вот вы, наверное, знаете, в Австралии 4 года назад были страшные лесные пожары. Вот аборигены, когда они владели землей, они умели это предотвращать. Они постоянно выжигали подлесок, чтобы была зеленая трава, привлекать кенгуру, и вот не позволять всей стране выгореть. Это вот называлось земледелие с горящей головней. То есть они понимали, как работают природные циклы, когда что можно собирать, где вот в это время года надо ловить рыбу. То есть у них были огромные знания, да, и причем они были приспособлены к разным условиям. И в пустыне, и по берегам рек. Что касается материальной культуры, то можно сказать, что она была очень небольшая, так сказать. Были там какие-то щиты, бумеранги. Малюнки, я так разумею, некоторые были так само наскальные. Да, вот. И почему, вот, понимаете, мы, когда думаем о цивилизации, о развитии общества, мы думаем, что у человека должно быть много вещей. А поскольку они все время были в движении, оказалось, что вещи – это не самое главное. Самое главное – это была вот эта духовная культура. И часто, когда гости приходили из другого племени, они приносили в подарок новую песню, например, или новый танец. А рисунки, которые вот, известны наскальные, опять же, это была часть вот этого ритуала годового цикла. Люди приходили в определенное время года и обновляли их, совершали обряды. И в то же время у людей было очень много времени свободного. И вот вечером они могли сидеть у костра, смотреть на звезды, рассказывать детям легенды, мифы. И мы можем сказать, что это какая-то не очень, такая изощренная религия, да. Но, понимаете, если вечером поднять глаза к звездам и подумать о том, что вот они нас создали, где-то это наши вот истоки оттуда идут, то, может быть, это не меньше, чем вся эта институционализированная религия, которую мы, в общем-то, столько проблем и бед. У них они были минималистами, так бы мовить. Были абсолютными минималистами. Алена, я хотел бы испытаться еще про мову, потому что вы говорили про то, и все ведают, что 50 тысяч годов тому яны приплыли в Австралию, і развиваліся ўжо там. А ці іхныя мовы, яны падобныя да нейкіх іншых мов, магчыма, ў Афрыцы, вот як это выглядае, з чым это можно поравнать? Да, у них свои языковые семьи, они связаны между собой. Вот если, вот как славяне, грубо говоря, да. Вот. И да, они вполне развитые языки.
И, опять же, они развиты для местных условий. То есть у них может быть, скажем, там несколько слов для описания травы или кенгуру, и, может быть, меньше слов для каких-то абстракций и так далее. Но они отнюдь не примитивные. Лингвистически они очень сложные. У нас, кстати, в университете вот есть специалисты, которые их изучают и преподают студентам. Так что это серьезный язык. А ці на іншыя мовы ў свеце яны падобныя? Умоўна кажучы, на нейкія мовы ў Эфіопіі, або, не ведаю, дзесьці ў Азіі? Ці няма падабенстваў ніякіх? Нет, это отдельная, вот языки аборигенов – это отдельная языковая семья. Да, вот в океане они ближе, вот говорят, такие общая такая глубинная семья в океане и Юго-Восточная Азия, некоторые там Тайвань, например, вот у них общие. Так, вот пакуль я задаваў папярэдняе пытанне, тут таксама рэжысёр мне падказвае задаць пытанне, а ці быў іх алкаголь свой да прыезда, напрыклад, еўрапейцаў? Алкоголя так, ну вот как такового, как нашего горелки, не было, но были какие-то психотропные препараты, были грибы, и потом, вы знаете, у них были танцы. И когда они танцевали, они, в принципе, вот чувствовали вот это счастье, радость. Эндорфины улучшались у них, так. Да, поэтому вот я думаю, что у них были длительные такие ритмические танцы под звуки ударных палочек, диджериду. Так что как-то они обходились без большого количества алкоголя. Ну і вось зараз мы дойдзем да самай сумнай, відаць, часткі гэтай гісторыі. Дзесьці з 1770-х гадоў так пачалося засяленне еўрапейцамі, паколькі, ну, так называюць цяпер, Аўстралія была адкрытая, хаця як бы там былі свае людзі і не трэба было адкрываць. Як вось гэта ўвогуле адбылося і чым это стала для гэтых людзей? Если можно, я вам прочитаю маленькое стихотворение. Написано оно Галиной Усовой, которая замечательная русская поэтесса, но родилась в Беларуси. И это вот момент встречи входа экспедиции Кука в залив Ботани-Бэй к югу от Сиднея. С высоких мачт кустки тумана срывал Норд-Вест. Нас вел холодный блеск тукана и южный крест. Когда отчаянно качала остаток корабля, я вместе с вахтенным кричала «Земля!». Но не был этот крик услышан сквозь толщу в 200 лет. Помощник капитана вышел и поднял пистолет. И эхом катится поныне немеркнущий позор через моря, через пустыни, до Гималайских гор врывается в мои рассветы колониальный гром, а Лаверье открыл планету за письменным столом. Вот это была первая встреча Кука, его экспедиции, и люди не могли установить с легкостью контакт. Я не думаю, что люди хотели, вот скажем, все эти англичане хотели действительно убивать, но был страх, был недоверие, и происходили контакты такие вот трагические. Это был 1770 год, а в 1788 пришел первый флот. Это были ссыльные и охранявшие их войска, и они заняли вот то место, где сейчас находится Сидней. Там жили аборигены. Ну, они как бы не считалось, что это они чем-то владеют. Это был, кстати, еще Кук объявил всю Австралию землей короны, и она таковой, кстати, до сих пор и является. То есть она фактически принадлежит вот английской короне. Скончите думку. Угу. Да, ну вот с этого все началось, так, значит, але тады, мне падаецца, калі не памыляюся, было ў Аўстраліі 1,5 мільёна абарыгенаў. Сёння іх 500 000, і гэта пры тым, што як бы зараз аўстралійскі ўрад спрыяе вельмі ім. Што сталася, чаму іх колькасць так радыкальна зменшылася?
Ну, я думаю, что как раз статистика немножко другая. Было, наверное, с точной статистики нету, но, может быть, около 1 миллиона. И критически численность уменьшилась к началу 20 века, вот примерно в 10 раз. То есть оценки разные, но вот масштаб, я думаю, дает вам представление. То есть в 10 раз около там было 60 или 100 тысяч осталось к началу 20 века, а сейчас численность поднялась до 800 тысяч. Так что вот в плане численности это не так критично, но то, что происходило после прибытия европейцев, были болезни, вот, поскольку эти аборигены жили в полной изоляции, они не испытывали никаких там вот, европейских заболеваний, у них началась сразу очень высокая смертность от ветрянки, оспы, кори, и алкоголь европейцы принесли. И потом, когда европейцы продвигались во внутренние районы, начались такие пограничные войны. То есть фермеры занимали землю, развозили свой скот, аборигены теряли место, где они охотились на кенгуру, они охотились на этот скот, фермеры выходили и стреляли в них. И вот таких мест в Австралии много. Но, я думаю, значительная часть умерла именно от заболеваний вот таких инфекционных, но продолжающееся вот давление вот этого колонизации усилило. Вот. И потом, когда уже началась такая более цивилизованная колонизация, пришли миссионеры, они тоже не считали, что аборигены имеют право жить на вот этой земле. Они увозили их в какие-то центры, в миссии, поселения. Там, например, в Квинсленде был такой остров Палм-Айленд, которого аборигены боялись как вот какого-то места ада. Их забирали с их земли и увозили в такие, такие полувоенные лагеря, можно сказать, где мальчиков держали отдельно, девочек отдельно, детям не разрешали говорить на своей этой тарабарщине, все должны были говорить по-английски, молиться Богу. То есть вот это вот все происходило, разрушение такого стимула к жизни у людей. Понимаете, это не то, что их зверски не кормили там или что-то. Нет, как раз миссионеры заботились о том, чтобы их накормить, но люди теряли связь со своей землей. Вот этот ландшафт, эти горы, в которых они выросли, которые были по их религии, они были их предками, они были их храмом, понимаете? Храм же может быть вот прямо на земле, и скалы, это тоже храм. И когда они оказывались там, они часто просто утрачивали стимул к жизни, выходили оттуда, спивались. Вот. Это была тоже такая большая трагедия, это такое более как бы медленное исчезновение вот целых груп. Але гэта была адмысловая палітыка Англіі вось па вынішчэнні, скажем так, каб яны мову забыліся, каб яны рэлігію змянілі, ці гэта просто па нейкім сэнсе інерцыя каланізацыі, што іх не прымушалі, але вось паколькі это была вышэйшая культура, яны лічылі сябе ангельцы вышэйшымі, то там абарыгены імкнуліся быць як ангельцы. Ну, абсолютно. Вот они не понимали, что это другая цивилизация, что это другая культура. То есть это миссионеры действовали из лучших побуждений. А потом в Австралии правительство уже... То есть миссионеры это были отдельные там церкви, просто личности. Хотя, надо сказать, вы знаете, среди миссионеров были замечательные люди, которые сохраняли аборигенскую культуру. Они
аборигенов-то учили говорить по-английски, но сами все записывали. И вот благодаря этому теперь, скажем, язык аранта в Центральной Австралии сохранился. Мы очень много знаем о культуре, так что вот это все миссионер миссионеру был рознь. Вот. А политика правительства, это тоже очень интересно. Это был принят такой по всей Австралии закон о защите аборигенов. И вообще все благие намерения в мире делаются для защиты людей. И что это значило? Что аборигены были под протекцией государства. То есть если аборигену нечего есть, государство, и он не может работать, государство его кормит. Но это значило, что абориген, когда он не болен, он должен работать. И работать он должен туда, куда его пошлют. То есть, скажем, посылали его работать к фермеру. Фермер ему платят деньги. Но из этих денег абориген хорошо, если он получает четверть. Остальное все идет государству или в карман полицейского. Потому что на практике вот протекцию осуществлял не какой-то интеллигент из города, а местный полицейский. Все так пригонное право у старые часы або колгасы позднее же у Советском Союзе. Вот. Навошта тебе $5? Тебе хватит и одного. Вот. И, кстати, вот семья, которой я занималась, я, может быть, потом еще расскажу, там был такой Леандро Ильин, его до сих пор я встретила аборигенов, которые его помнят как Дэдди Иллин, и он ходил с ними в полицейский участок и смотрел, за что абориген расписывался, когда он получал свои там несколько фунтов. Это не доллары были, а фунты там. Вот. Потому что полицейский мог написать что угодно, и абориген ставил крест и получал там свои крохи. Вот. Так что это была большая проблема. И аборигены были как бы прикреплены. Они не могли сменить фермера, на которого они работали. Они не могли, у них не было по существу прав гражданства. Когда они старились, они не могли получать пенсию. Это называлось «быть под актом». И вот только к концу 60-х годов эта вот полностью система была отменена. Так что вот это, да. Так, а скажите, а ці былі нейкія выступленні супраць Англіі вось ад таго дня, калі Кук тады адкрыў, умоўна кажучы, у двухкосе Аўстралію, да 60-х гадоў, калі сітуацыя радыкальна палепшылася? Ці я маю на ўвазе нейкія паўстанні ці войны, так як мы это разумеем? Напрыклад, было паўстанне Каліноўскага супраць цара. Ну, у них не было таких организаций. Ну, фронтирная война, вот эта пограничная война, это была в то время, когда еще аборигены были на своей земле и действительно сражались за нее. И, кстати, вот в Тасмании полностью все аборигены погибли. И остались только их потомки от смешанных браков с китобоями на севере Тасмании, на островах они там выжили, и теперь они как бы возродились вот уже. Вот. А, понимаете, организованного сопротивления не было. Было движение европейцев, которые начали говорить о несправедливостях, и в таких вот местах, где были еще сильны старые традиции, там люди выступали, пытались даже что-то там направить в парламент. Вот. Но я думаю, здесь важен был такой процесс, который бы шел с двух сторон, то есть чтобы и в европейском обществе началось понимание, и аборигены сами перестали быть страдающей только стороной, а стали акторами. И вот до этого еще аборигены пережили очень сложный период, когда у них забирали детей. То есть, ну, вот когда их держали в этих резервациях или в миссиях, они там жили все вместе более-менее, ну, хотя мальчиков и девочек отделяли от родителей часто. Это уже была новая политика, поскольку часто белые мужчины использовали аборигенских женщин, и когда у них рождались дети, белым они были не нужны,
они оставались как бы вот с этой группой аборигенов, которые часто жили на окраинах городов в жутких условиях. Полицейский приезжал, смотрел, какие там дети светленькие, и их просто забирали без всякого суда и следствия, и матерям не говорили, где они. То есть это для детей была трагедия, и, конечно, для матерей была трагедия. Вот это наложило тоже большой отпечаток. И я думаю, что вот история с украденными зарплатами, она всем австралийцам не была известна. А вот история с украденными детьми, она стала таким триггером. Она как бы затронула всех, потому что, кстати, подобная политика осуществлялась и в отношении европейских женщин, которые рожали детей без брака. У них тоже часто почти насильно забирали детей в это время. И вот это все вместе чрезвычайно изменило общественное мнение. Появились молодые люди, они отправились взяли автобус и поехали в Freedom Ride. И я, кстати, была знакома с одной из этих участниц. Они поехали вот во внутренние районы Австралии просто посмотреть, как же там дети из города, молодые люди, студенты. И они увидели, что на практике это была сегрегация, что это была трагедия, хотя в Австралии не было институционализированного расизма, вот скажем, как в Америке. Но вот как бы законодательства не было, а реальность была, что там, скажем, бассейн, а туда аборигенам нельзя. Магазин, а вот нет для аборигенов лавка, а в этот магазин нельзя. То есть это все вот стало уже частью общественного такого возмущения. И первый момент был, когда прошел первый референдум в 1967 году, а вот это, по существу это были вот эти права, чтобы аборигены вышли из-под акта, то есть почти как из-под крепостной зависимости. То есть чтобы как бы им дали паспорта, потому что раньше у них они никто были, они не были даже гражданами Австралии. И чему вот это начало все меняться у 60-е годы? Ну, общее направление, я думаю, в мире произошло. Вот 60-е годы – это начало такого движения молодых людей, которые хотели справедливости в мире. И причем это уже делалось не так, как раньше, когда правительство тоже из благих намерений хотело сделать как лучше. Они, наоборот, они говорили аборигенам: берите власть, делайте сами. И вот семья, у которой я была в Таунсвилле, они рассказывали, как Гоф Уитлем в 1974 году, это когда после долгого периода либеральной партии пришли лейбористы, такие более левые. Вот он встречался с ними и говорят: да, у вас в городе много проблем, вот я вам даю деньги, но вы делайте сами. Сами организуйте там какие-то места, где могут аборигены спать не на улице, а в помещениях. Сделайте детский сад, сделайте туалет. И вот мои друзья именно этим занимались, аборигены, именно этим занимались и стали такими лидерами в своих общинах. Понимаете, это очень важный был поворот, то есть не ждать вот этого нового европейского благодетеля, который будет сам понимать, что вам лучше, а делать это своими руками. А ці сёння ў Аўстраліі ёсць некая такая палітыка па адраджэнні, скажем, моваў, традыцый, культураў карэнных народаў. Нам это вельмі таксама блізка, кажучы пра беларусаў, таму што ў прынцыпе Аўстралію, ну зноў жа, у двухкосе адкрылі якраз у той самы час, калі адбываліся падзелы Рэчы Паспалітай, а ў 60-х гадах эта палітыка змянілася ў 20-х стагоддзя, Беларусь трошкі пазней, ненадоўга. Але і тут вот ёсць нешта супольнае паміж карэннымі народамі Аўстраліі і беларусамі, таму што там і мова страчаная, і размываецца ідэнтычнасць у пэўных момантах. І так просто этого не аднавіць. То есть павінны быць нейкі імпульс з боку дзяржавы, ці ён ёсць там? Вы знаете, я вам даже больше скажу. Вот то, что сейчас происходит в научном мире, это чрезвычайно интересно. Дело в том, что мы традиционно смотрим на
вот все эти народы как объект изучения, да, и мы можем критиковать, мы можем говорить о колонизаторах, которые пришли, там, взяли, сделали, но примерно вот в это же время, со второй половины XX века, началось совершенно новое осмысление истории. Мои коллеги создали такой термин «indigenous agency», то есть вот коренные жители, они были акторами, и они были акторами все время. Скажем, когда вот маленькая история, наш знаменитый русский путешественник Миклуха Маклай. У него, кстати, бабушка белорусская полька, дедушка немец, а папа из запорожских казаков. Так вот, когда он приехал на Новую Гвинею, мы как бы знаем, он такой замечательный был, он только там был за мир, и он все прекрасно был, все от него зависело. И когда я приехала вот именно в ту деревню, где он был, это Гаренду, и говорила с правнуком Туя, папуаса, который его встретил, вот он мне рассказал, как пришел Миклуха Маклай, дал ему соль, он ему дал бетель и привел в свою деревню и сказал: это мой названный брат, потому что мы вместе делили еду. И после этого по всему побережью у Туя были тоже названные братья во всех деревнях, и куда бы ни пришел Миклуха Маклай, его не трогали, потому что он был названным братом. То есть это не все достоверно с точки зрения истории, но это как они видят, они приняли его, они ему создали протекцию. И вот то же самое, совершенно новое осмысление истории сейчас происходит и с аборигенами. Они сами хотят писать свою историю. Они не хотят, чтобы их изучали белые антропологи. Они сами переосмысляют то, что произошло, и они очень много находят того, как они определяли во многом ситуацию. И вот это особенно сильно это среди океанийских народов, но с аборигенами это абсолютно то же самое происходит. Так что сейчас происходит массовое движение задач вот, археологов, этнографов. Все переходит в руки самих народов. И то, что мы можем сделать, мы можем только помочь с материалами, но они сами взяли історію і прошлое в свої руки. А ці, наприклад, коренні народи присутнічають у політиці? Ці яны некие громадские деятели видные? Конечно, да. Сейчас это все больше и больше, и в парламенте их много уже. И у нас же нету вот такого, как в Америке, вот, скажем, там все время подчеркивают, что это там черный президент Обама или что-то такое. Вот, в принципе, их довольно много, и как-то это никого не волнует, вот что вот, ох, абориген, он просто человек. Но он будет отстаивать права аборигенов, естественно, потому что это очень важно. Так что в этом плане, да. И очень много делается для такого массового понимания. Вот, например, замечательный сериал у нас называется «Полный контроль» о женщине-аборигенке, которую пригласили, знаете, как такого свадебного генерала стать членом парламента, потому что какую-то там надо было квоту выполнить. И она начинает работать и видит всю эту коррупцию, и она становится подлинным борцом. То есть вот я думаю, даже такой сериал, который идет по телевизору в самое такое ходовое время, он, может быть, даже больше делает, чем реальный политик в парламенте. Но, в принципе, да, это все происходит у нас. Мне просто цікавіць нема некай схаванай, ну, не знаю, як назвати, расізму, так, ксенофобія адносна тых карэнных народаў. Бо афіцыйна, конечно, все можа выглядаць цудоўна. Мы за мір, усе разам, супраць усяго кепска, за ўсё добрае. Але ці мае, напрыклад, магчымасць лідар партыі, калі ён з паходжання абарыген, стаць прэм'ер-міністрам? Ці людзі не будуць все роўна дзесьці думаць: а, не, ён не наш, скажам, не еўрапеец, не нашчадак еўрапейцаў, мы за яго не галасуем?
Нет, я думаю, это вполне к этому страна идет. Так что это я не исключаю, что это... То есть такого расизма нет. И единственное, что люди хотят, чтобы это все делалось разумно. Вот недавно был референдум по включению изменения Конституции, признания аборигенов как бы в преамбуле Конституции. И как-то это политики все организовали не очень разумно, и он провалился. Но это не значит, что это расизм. Наоборот, люди хотели, считали, что было сделано это недостаточно хорошо. Так что в этом плане я как-то за австралийское общество спокойна. Надо сказать, вот, например, даже на бытовом уровне я подумала, что я не знаю ни одной из своих каких-то компаний, групп, где у меня разные друзья, где люди могли бы рассказать анекдот про аборигена. Если мы посмотрим интернет, там этого полным-полно на русском языке. Понимаете, это вот уже новое поколение выросло, которое действительно не будет вести себя ни закрыто, ни открыто по-российски. То есть это искреннее убеждение. И вот это последние примерно лет 30, вот как-то то, что совпадает с нашим пребыванием, это по нарастающей менялось. Так что я думаю, что молодое поколение во многих случаях действительно открыто к принятию разных культур и, прежде всего, аборигенов. И более того, ведь Австралия – это страна иммигрантов. Вот, наверное, со стороны вам кажется, что это такая британская колония, да, что как бы все по-британское, там язык и все, и традиции в основном. Отнюдь нет. У нас половина, по-моему, людей имеет одного или двух не британских родителей. И так вот смотришь на толпу, ну, будет абсолютно половина людей, которые явно не британцы. И нам нужно что-то объединяющее. И вот именно такой визитной карточкой должны бы стать вот, самая древняя культура аборигенов, которые живут на этой земле. И у нас уже есть прецедент, то, что во всем мире стало известно искусство аборигенов, современное искусство, которое из вот этого чисто этнографического или чисто туристского, оно стало феноменом культуры. То есть его действительно в музеях покупают за огромные деньги, потому что это искусство. Это создано с прекрасным пониманием и гармонии, и красоты, и изобразительности, и смысла. Вот в этом плане, я думаю, мы можем именно гордиться аборигенами и считать их не только страдающей стороной, но возрождающейся стороной, которая в каком-то смысле должна нас всех объединить. Алена, і балючае пытанне яшчэ з мяне пра мову, балючае для беларусаў пытанне, там цікава таксама адказ пра абарыгенаў. Ці вось гэта ўжо хутчэй зачыненая справа, што ім не ўдасца ніколі адрадзіць на такім узроўню свае мовы, каб размаўляць, напрыклад, дома з дзецьмі. Нават не цалкам усе людзі, канешне, але некая частка іх, менавіта саміх карэнных народаў. Ці гэта станецца толькі такім фальклорным элементам? Вы знаете, я думаю, что это можно рассматривать через более широкий вопрос самоидентификации. И вот этой идентичности, да, знаменитой, современной. И у меня друзья в Таунсвилле – это потомки русского эмигранта, у которого прабабушка, кстати, была потоцкой, из Польши, а отец, ее муж был русский, то есть вроде как от Рюриков происходил Ильин, и его жена была коренной аборигенкой. Так вот, я с ними работала, у них 8 там, детей, что-то 34 внука. Они обо всех помнят, кто откуда. Они живут в Таунсвилле, они говорят по-английски. Но у них абсолютно четкое самосознание, что мы аборигены,
И поскольку они все из разных мест, создается какая-то новая такая общая культура аборигенов в некоторых местах. Скажем, могут быть какие-то аборигенские танцы или искусство, они там могут... Вот, не обязательно надо именно своего племени, а это совершенно создается, и у них очень четкое понимание вот этого своей идентичности. И у меня, кстати, после того, как я эту написала книгу много лет назад, это называлась она «Мой темнокожий брат» об этой семье, в 2000 году, после этого на Фейсбуке у меня появилось несколько друзей из молодого поколения этой семьи, а теперь у меня там, я не знаю, наверное, под 100 их. И я просто слежу, как они себя ведут на Фейсбуке. Они, с одной стороны, они абсолютно такие же, как мы. То есть там постят каких-то котиков, там день рождения, дети. С другой стороны, постоянно присутствует тема аборигенские вопросы. То есть можно не быть абсолютно вот таким аборигеном, который сидит у костра, там, ест полусырого кенгуру и танцует, топая ногами, и быть аборигеном. То есть я думаю, и в принципе это происходит и с нами, даже вне зависимости от того, что вот произошло в последние годы вот в политическом плане. Происходило это и раньше, когда люди переезжали в город и как бы утрачивали вот эту сельскую идентичность, особенно там во втором-третьем поколении. Но люди оставались белорусами. И вот сейчас мы, будучи за границей, мы, может быть, выглядим как бы как они, но мы тут же, как только видим друг друга, мы можем как бы зацепиться, включиться и почувствовать себя родными. Понимаете? Вот это совершенно особое осознание, это новые какие-то грани этой идентичности, которая раньше была только в рамках языка и сохранения традиционной культуры. Она может быть в современном мире, адаптироваться. Самое главное, чтобы мы ее хранили в сердце. Да рэчы, на сёння мала часу, і я хацеў бы спытацца, вы узгадвалі ўжо пра тое, што вы жылі сярод таксама абарыгенаў, калі вы вывучалі таксама эту тэму. А што вот вас саму найбольш уразіла з таго часу, што запомнілася, і што вы пра іх зразумелі? Ну, вот эта вот история, когда я узнала, что живет дочь аборигенки русского иммигранта, я хотела очень поехать к ним, попросила грант в Институте по изучению аборигенов, не получила. И они мне говорят, да приезжайте просто так. И вот у нас денег совершенно не было. Муж и маленький ребенок. Муж, причем, был такой, ну вот он этнограф и такой, знаете, настоящий, как он очень похож на старого аборигена с бородой, и 4-летний ребенок, который не говорил по-английски. И мы сели на автобус и доехали туда, в Северный Квинсленд. Они нас приняли у себя дома. Жизнь была очень простая. Это был такой, очень такое хаотичное все. Все время кто-то что-то приходил, какие-то люди. И, то есть это не было такое, ну, знаете, настоящее, как ты в экспедицию едешь, там в гостинице останавливаешься. Вот. Но потом кто-то смог дать машину, чтобы поехать в пустыню, где они жили. Кто-то там что-то приносит, еду. И, понимаете, я вдруг вспоминаю свое детство в Минске, когда я была такой городской девочкой, которая читала какую-то фантастику. И тут появляются какие-то родственники из деревни, которых я знать не знала. И вот почему-то это важно, эти родственники. И вот это именно происходило там на моих глазах. То есть это люди, которые жили очень вот в силе того, что было у нас. Они не считались, вот это вот мое, это твое. Значит, я могу, я помогу. Мы хотим все вместе, вот мы можем сделать, мы можем поделиться, а потом ты нам поможешь. То есть это было вот
такое полное ощущение, что я среди своих. Причем они всех старших называют тетушка и дядюшка. Вот. А теперь мне иногда молодые аборигены из этой семьи пишут Елена, тетушка Елена. Вот. Так что, понимаете, вот это вот меня поразило. То есть вот то, что люди, в принципе, живут как бы в городе, в домах, но они сохраняют вот этот менталитет, который был раньше в традиционном обществе. Ведь в обществе, в таких условиях, люди должны были много вещей делать вместе. Они не могли жить индивидуально, как мы хотим жить в наших маленьких ячейках, наших чистых таких нуклеарных семей. И вот это сохранилось. Так что, опять же, это к вопросу об идентичности. Это сохраняется, принимает неожиданные формы. Европейцы не могут понять, почему аборигенам дали там дом на семью из 3 человек, а в этом доме живет 20 человек. И все раздолбали. Такой стиль жизни, понимаете? Так что, самое коротенькое питание у меня, литерально у вас есть хвилинка-две. Скажите, а что отбывается у День покаяния? Навошта это свято потребное? Это очень важно. Это люди вспоминают, во-первых, эту речь, которую произнес Кевин Рад. Причем я была тогда на этой лужайке перед парламентом и вспоминала, да, очень многое то, что происходило с нами, как все несправедливости. И теперь это просто празднование австралийской культуры. Происходят какие-то представления, танцы, знакомства, чтобы люди могли познакомиться с культурой, даже когда они живут в городах и как бы не имеют непосредственного контакта с аборигенами. То есть это все открывается и все больше и больше. Просто идет такое образование всего общества через какие-то мероприятия, которые действительно аборигены организуют, и это всех радует. Дякую вялікі, спадарыня Алена. Вельмі цікавы аповед. Я спадзяюся, што мы яшчэ неаднаразова працягнем эту тэму у нашых эфірах. А я нагадаю нашим гледачам, што сёння госцем падкасту «Куды коціцца свет» была Алена Говард з Аўстраліі, беларуска, которая працуе ў аўстралійскім нацыянальным універсітэце і займаецца тэмай карэнных народаў Аўстраліі, тэмай абарыгенаў, напісала некалькі кніжак на эту тэму. Знайсці больш інфармацыі пра Алену вы можаце ў інтэрнэце. Я знайшоў адмысловую старонку, дзе сама Алена шмат пра сябе таксама змяшчае інфармацыі. Мяне зовут Дмітрый Гурневіч. Я заклікаю вас лайкаць гэтае відэа, каментаваць, задаваць свае пытанні, шэрыць, як цяпер модна казаць, каб гэтае відэа, гэтае аўдыо змаглі пачуць і пабачыць як мага больш людзей. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Куды коціцца свет?